Один из национальных символов Башкортостана – курыш. Этот вид единоборства был известен в нашем регионе издревле. Тогда это носило более развлекательный характер. Сейчас это самый настоящий крутой спорт. Гора новостей на открытии всероссийского турнира по национальной борьбе «Курыш», посвященного памяти генерала-лейтенанта полиции Артура Ахмедханова. Торжественная церемония проходит в новом центре спортивной подготовки Республики Башкортостан. Здесь спортсмены из 13 регионов России. Больше всего, конечно, наших, ведь курыш – это исконно башкирский спорт. Как вы готовились к соревнованиям? Мы неделю 5 раз тренируемся по 2 часа. Я уже занимаюсь примерно 5-6 лет курышем, потому что мои братья тоже занимаются. Что нужно, чтобы победить? Чтобы победить, мы вес гоняем, потому что больше шансов в малых категориях. Всероссийский турнир собрал в столице Башкортостана 300 борцов. Соревнования идут 2 дня, несколько весовых категорий. Масштаб поражает. В ближайшем будущем планируется поднять статус состязания на международный уровень. Почему ты записался на курыш? Меня заметил тренер, когда я пришел на атлетику. Но потом после первой тренировки мне понравилось. И первые соревнования прошли успешно, и после этого я начал активно заниматься борьбой. Что дает занятие курышем? Много хороших качеств дает, но выносливость, быстрота, ловкость, еще моральную крепкость, психологическую. Вот когда ты на соревнованиях соревнуешься, выходишь на ковер, у тебя первое соревнование мандраж, потом ты привыкаешь, но я не быстро привык, выходишь трясется прям все тело прям вот так вот. Курыш – это такой спорт, который закладывает крепкий спортивный фундамент, и ребята могут легко выступать в других дисциплинах, например, в греко-римской или вольной борьбе. Кстати, скоро в Уфе откроется Центр спортивной борьбы, а в 2021 году столица Башкортостана примет первенство мира среди юниоров. Это простое, на первый взгляд, действие, но требует огромной физической силы и смелости. Спортсмен должен доказать свою смелость и ловкость, взяв противника за пояс и положив его на лопатки. В древности так определялись батыры. Как вы поняли, сейчас, в принципе, ничего не изменилось. Алсу Хазиева, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.